Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий, и оставляйте свои комментарии. Уже на протяжении нескольких недель тема выборов в Гагаузии депутатов Народного собрания Гагаузии занимает одни из первых строк новостной повестки. И сегодня мы тоже поговорим о выборах или о том, что они пока еще не проходит, потому что депутаты Народного собрания отменили свое решение о проведении выборов Народного собрания. Дата была, напомню, назначена на 22 марта 2026 года. И сегодня у нас в студии депутат Народного собрания, лидер Гагаузской партии Николай Харламович Дудок. Здравствуйте, Николай Харламович. Здравствуйте, Виталий. Рад вас видеть после новогодних праздников. Вы у нас давно, по-моему, были в эфире. Вопрос выборов, да? Начну с самого не начала, даже не назначения, потому что, по-моему, где-то за неделю до вынесения решения Высшей судебной палаты вы, как лидер партии, обратились с заявлением к сторонникам партии о том, чтобы воздержались от процесса регистрации, потому что там должна уже была начаться регистрация политических партий. Это было политическое чутье, или вы уже точно предполагали, что может быть такое решение, и что вопрос с проведением выборов 22 марта, как оказалось, не состоялся? Мы, конечно, об этом не знали, и не политическое это чутье. Просто, наверняка, это было логично, что так должно было быть. Потому что я один из тех депутатов, который, в принципе, выступал в Народном собрании, и мы настаивали, что провести еще в ноябре. В дальнейшем, тот период, который прошел, и назначение, когда было назначение 22 марта, я лично голосовал. Но после того, когда руководитель госканцелярии Гагаузии опротестовал, я, в принципе, прочел, что оспаривается, и мы пришли к тому, что мы действительно не можем провести, пока не приведем в соответствие наши законы. Потому что республиканский кодекс выборов, который был принят в 2023 году, там однозначно сказал, что в стране больше нету комиссий. То есть ЦИК нету ЦИК, а есть ЦИС, то есть Центральный избирательный совет. И там отдельным пунктом, в принципе, и было расписано, что и в Гагаузии, там даже еще год добавлялся, что Гагаузия в течение года, привела в соответствие. Но я вам скажу, что Гагаузия не привела в соответствие только из-за чего? Потому что сама же Народное собрание ликвидировало свой ЦИК. Ликвидировало свой ЦИК, когда вышел этот закон, у нас больше своего ЦИКа не было. То что приводить в соответствие? У нас нету ЦИКа. А так получилось, что после назначения выборов, потому что когда мы назначали выборы 22 марта, у нас тоже не было ЦИК. Но после этого суд, апелляционная палата возвращает, то есть ту жалобу Центральной избирательной комиссии Гагаузии, она поддерживает, и они восстанавливаются. И они восстанавливаются Центральной избирательной комиссией. И дальше идет такое, что часть членов комиссии уходят, и мы дополнительно добавляем. И что для меня самое главное было, то, что судебные органы дали одного представителя, потому что только один человек, потому что у нас 3 народных собрания, 3 исполком, 3 судебных органа. Судебных органов один человек вышел, и они представили нового человека, но там написано было, что они представляют своего представителя Центральный избирательный совет. А его Народное собрание тут же зачитает комиссию. То есть даже из-за этого было понятно, что будут споры, и рано или поздно эти выборы отменят. И мы выступили с заявлением, что мы не будем торопиться, мы еще до 1 февраля подождем, и просили, чтобы и суд быстрее рассмотрел, потому что если бы она рассмотрела, например, не перед тем, как только начинается избирательная кампания, а, допустим, через месяц, а самое плохо, а если после выборов Народного собрания, был бы итог, а я понимаю, что итог может кому-то не понравиться, результат, и выборы были отменены. Представляете, сколько человек пострадало? Поэтому мы брали себе паузу для того, чтобы посмотреть и все-таки ждать, чтобы было решение суда. Николай Харламович, позиция партии, в общем-то, понятна. Теперь, что касается самих выборов и заседания Народного собрания, которое прошло.
где было принято решение об отмене даты, которая была назначена 22 марта. Ну, в принципе, достаточно логичное само решение отмены, потому что Конечно. суд приостановил, и, в общем-то, Центральная избирательная комиссия, которая Но была уже сформирована, никак она не не функциональна, соответственно, некому было организовать выборы. Но здесь встает вполне закономерный вопрос, что дальше? Потому что, в общем-то, депутаты дальше не пошли. То есть все, опять же, традиционно закончилось скандалами, спорами, но решение, по сути, так и не последовало. Ну, нет, мы пошли дальше, потому что у нас было вчера 2 заседания Народного собрания. Первый, это мы долго спорили, но мы пришли к тому, что нужно отменять дату. И дату мы отменили. И у нас Центральная избирательная комиссия, истекает их срок 9 февраля. Ну, надеемся, после 9 февраля, в принципе, суд уже нечего рассматривать, они уйдут в отставку так и так. Поэтому думаю, что до 9 февраля будет решение суда. А что дальше? А дальше Народное собрание должно поменять комиссию на совет. Но так как мы поменяли, я уже не помню когда, поменяли уложение Гагаузии, много было поправок, и одна из поправок была то, что выборы в Гагаузии должны назначаться, следующее воскресенье, как мы были избраны. То есть и мы теряем полностью полномочия. И фактически сегодня депутатский корпус, мы не имеем полномочий, мы не можем создавать законы, принимать законы, что-то менять в этих законах, так как наше истекло полномочия. Поэтому мы пошли к тому, что у нас, в принципе, в этом варианте, что когда было уложение Гагаузии изменено, Башкан Гагаузии не промульгировала, и это решение осталось в суде. Она в судебном порядке, мы приняли изменения, Башкан, значит, исполком не соглашается, она находится в суде. Мы сейчас приняли решение, что идти на мировое соглашение. Некоторые пункты согласиться с исполкомом, но нас интересует самое главное, что поменять вот этот пункт, где выборы Народного собрания должны состояться в следующее воскресенье, и если, и мы теряем свои полномочия. Мы хотим это отменить для того, чтобы депутаты Народного собрания полномочия продлились 3 месяца после этого, для того, чтобы мы могли помогать поменять в законодательстве. Потому что в Республиканском кодексе выборов Центральный избирательный совет, а у нас комиссия. Вот мы должны поменять, привести соответствие. После 9 числа в течение месяца набрать команду тех людей, чтобы они прошли конкурс, и сделать новый ЦИС, Центральный избирательный совет. Депутаты будут иметь право законотворчества, и они примут такой закон, и тогда будут назначены новые выборы. Имея уже новую избирательную уже не комиссию, а совет, тогда депутаты меняют закон, вернее, даже тоже меняют, они приводят в соответствие с Республиканским кодексом выборов. И тогда мы приходим как раз к тому моменту, где мы можем назначать выборы. Можем назначать выборы, конкретную дату, и уже никто не сможет опротестовывать. Это единственный правильный путь. По-другому вариантов, как исправить эту ошибку, просто нет. Конечно, это вина большинства Народного собрания. Виновных много говорят, но я считаю, что вина большинства Народного собрания, потому что именно они пропустили сроки. Да, у нас идет еще такой момент, где, чтобы вы правильно поняли, мы защищаем интересы Гагаузии. В уложении Гагаузии написано, что у нас Центральная избирательная комиссия. Но это принято было 30 лет назад, а это, как говорится, новый закон. Да, Гагаузия, мы часто об этом и говорим, и даже не учитывают, что в Гагаузии, в республике есть автономия, у нас есть свои законы. Но и республика поменяла, и, в принципе, направила, чтобы мы тоже меняли. Если Гагаузии это не нравится, оно не нравится Гагаузии, мы должны были опротестовать. Народное собрание Гагаузии должно было это опротестовать в Конституционном суде, и тогда, в принципе, стало бы ясно. Но мы пропустили все сроки, прошло 3 года. Кто виноват? Народное собрание, большинство Народного собрания. Но они даже в чем виноваты? Они отправили, потому что я был категорически против, мы даже предлагали новый закон, как сохранить наш ЦИК гагаузский. Они ликвидировали ЦИК, успокоились, у нас нет ЦИКа, исправлять нечего. Они выигрывают суд, восстанавливается конкретно с тем же названием, что ушли. Центральная избирательная комиссия. И тогда мы уже ничего не могли исправить, тем более, что наши полномочия истекли. Вот по такому варианту сегодня Народное собрание пошло. Если следовать этой логике, то получается, что если еще 3 месяца минимум продлевается полномочия для того, чтобы привести законодательство в соответствие,
потом формируется Центральный избирательный совет, комиссия. В течение месяца, неважно, да. То есть в любом случае он должен быть сформирован согласно статье 36 Избирательного кодекса Молдовы за 65 дней до выбора. 90 дней у нас. Этот избирательный кодекс Гагаузии. Избирательный, видите, мы 36 статья, да. где кодекса говорит о 65 днях. Я здесь не буду спорить. Но в любом случае, то есть это как минимум 2 или 3 месяца. Давайте берем условно. да, то есть получается, что полгода Не примерно. полгода, но минимум 3 месяца. Потому что месяц, пока мы будем выбирать представителей Центральный избирательный совет, потому что там конкурс проводится в течение месяца. Но сперва, я так понимаю, должны привести в соответствие избирательный кодекс. Скорее всего, что она будет, как бы, может быть, одновременно. А в любом случае, это от 3 до полгода. Ну, будем так говорить. Потому что я честно скажу, что, например, мы, Гагаузская народная партия, выступали, что неважно, сколько она будет тянуться, месяц, 2, 3 или больше, но нужно привести его в соответствие для того, чтобы никто не мог его потом через суд отменить. Потому что, ну, вот представьте себе, что люди идут на выборы. Идут на выборы 2 месяца, ну, первый месяц, пока Центральный избирательный совет работает, они должны уйти с работы. Человек ушел с работы, занимается предвыборной кампанией, ну, а через месяц или через 2 его отменять и заново назначать. Так он что, 4 месяца не будет работать? А кто будет его семью кормить? Да, я понимаю, что, например, для большинства народных собраний, которые сидят в народном собрании, они все нормально, все хорошо, они на работе, зарплату получают. Ну, а простые люди, те люди, которые будут баллотироваться. Потому что мы именно из этого исходили, что мы должны полностью уйти с этого коллапса, привести все в соответствие и знать 100%, что у нас больше нет ни одного нарушения, и только тогда идти на выборы и провести. Да, мы опоздали, мы уже много чего натворили, очень много. Да, это народное собрание, я скажу, что ну, с первого дня начались нарушения и по сегодняшний день. Ну, слава богу, что время вышло, и скоро будут выборы. Николай Харламович, а насколько этот вариант, я имею в виду вот мировое соглашение, является законными, не предполагает, что есть опасность того, чтобы государственная канцелярия протестовала эти решения? Оно между двумя субъектами спор идет между исполкомом и народным собранием. Если они пришли к соглашению, то значит, судебная система, в принципе, должна согласиться, что нет уже факта споров. Но она идет через судебные органы. Например, мы уже ждем этого решения 2 года. И, ну, когда идет, как бы, согласительная такая комиссия, она, ну, быстро, ну, а вдруг она затянется тоже на несколько месяцев, то никто не может предположить. То есть мы говорим о том, что она пройдет быстро, недели, 2, 3, не знаю. А если она затянется несколько месяцев, потому что пока она не будет готова, пока мы не получим конкретное решение, мы не сможем начинать работу. То есть, как то, что вы говорили, да, сначала мы выберем ЦИС, а только потом мы сможем прийти к тому, чтобы поменять закон. То есть для наших зрителей, как бы, чуть расшифрую, чтобы было понятнее. Вы проголосовали за мировое соглашение. Теперь по процедуре и законодательству суд должен утвердить это мировое соглашение, после чего оно вступит в законную силу, после чего вы сможете принимать тогда закон. У депутатов появляется полномочия для того, чтобы принимать законы или изменять что-то. Вот тогда мы сможем изменить комиссию на совет. То есть до момента, пока суд не утвердит мировое соглашение, у депутатов сохраняется тот же статус, который был до сих пор. То есть дальше вопрос тоже о том, когда будет утверждено и в какие сроки будет утверждено это мировое соглашение. Если сейчас говорить о политической составляющей всех этих проблем и нюансов, потому что всегда есть законодательные моменты, но есть и политические. И, конечно же, вот во всей этой ситуации есть много политических моментов. Это связано и с выборами главы Гагаузии 23 года, и дальнейшим развитием событий, и в том числе история, которая отменяла действующий ЦИК по инициативе Дмитрия Константинова. Все как бы, ну, много событий, которые привели к этому. А сейчас в свете тех заявлений, что выборы должна администрировать Центральная избирательная комиссия Гагаузии, должны быть какие-то временные управляющие в Гагаузии, чтобы выходить из этого кризиса. Как вы думаете, каков интерес центральных властей? Потому что, ну, в одном из интервью Майя Санду сказала, что обязанность центральных властей не допустить незаконных выборов и нечестных. Буквально на днях она там давала интервью для журналистов на большой пресс-конференции. И, в общем-то, как-то дистанцируются от самой проблемы, но говорят о том, что нужно обеспечить законный избирательный процесс. Но будет ли это сделано? Даже после того, если депутаты
условно говоря, поменяют название и будут руководствоваться... Ну, смотрите, Виталий, да, центральные власти не имеют права и не должны вмешиваться в наши выборы. Для этого у нас есть, ну, все полномочия, да, есть уложение Гагаузии, закон о правовом статусе, ну, все у нас есть. Но когда говорят, что Гагаузия выступает некоторые, что ну, должно уйти внешнее управление, и это все категорически даже не хотят слышать, даже это невозможно, просто нереально невозможно, это полный взрыв. Но я вам скажу, что Гагаузия сегодня находится в внешнем управлении. Вот когда мы слышим по телевидению, выступает там руководитель госканцелярии и говорит об этом, то на следующий день, ну, вся Гагаузия плюется, кричит, да вы что, предатель и тому подобное. Но тут же мы не понимаем, что Гагаузия сейчас находится в внешнем управлении у Шора. Если Шор сказал, что выходит, что больше политикой как бы не занимается территорией Республики Молдова, и мы видели, что примары Таракли, Аргиев сложили полномочия, то сегодня Гагаузия полностью под диктовку представителей Шора, значит, работает в исполкоме Гагаузии. Ни одно решение исполкома Гагаузии не может предлагать без согласования с кураторами Гагаузии. У Гагаузии есть кураторы. Они решают все кадровые вопросы, мелочные вопросы. Значит, поставят руководителем какой-то школы, садик, неважно, мелкие вопросы, которые же не политические вопросы. И то нужно брать разрешение, и только тогда наши представители выполняют. Мы сделали такое заявление, что этот исполком должен идти в отставку. Если она находится полностью под внешним управлением и управляется извне, то есть они самостоятельно ничего не могут, то они должны уйти. Они должны уйти, и только тогда у нас пройдут следующие честные выборы. Что касается, что вы сказали про Марию Григорьевну Санду. Я скажу, что она воспринимается у нас в Гагаузии очень отрицательно. Ну, на то есть наверняка многие моменты. Но одну вещь, то, что она говорит, в Гагаузии нужно, чтобы центральные власти не вмешивались до того момента, пока не начнется коррупция, значит, электоральная коррупция, пока не начнется подкуп. Если в Гагаузии начнется подкуп, как это было на башканских выборах, тогда они должны вмешаться. Я баллотировался на последних выборах Башкана Гагаузии. Я вот всю кампанию, пока не закончился первый тур, куда мы только не кричали, не говорили, что Гагаузию закидали деньгами. Гагаузию закидали деньгами, все купили, ну все у нас продается. Да, у нас один голос уже начал стоить 15 тысяч лей, как такое может быть? Но никто не хотел слышать. Да, это другие причины, почему не хотели слышать. Но тот момент, что во втором туре мы имели представителей социалистов, имели представителя, например, от партии Шор, потому что и те довольно-таки много денег тратили, мы пошли в то направление, чтобы поддержать представителя Шора, не зная Евгения Гуцул, потому что Дадон нам привел Ирину Влах, 8 лет творилась в Гагаузии, но это беда. Все проекты, все гранты были просто, ну не буду лишнего говорить, но они были просто, они ушли никуда. Поэтому мы хотели что-то новое, мы поддержали тогда Евгений Гуцул, не ожидая, что полностью за ней станут те люди, которые будут управлять Гагаузией. Хотя, если честно, во время выборов, это было в Чешвикю, у меня была встреча на представителей Шора, и после этого мы пришли туда. И значит, люди, которые были на той встрече, мне говорят, Николай Иванович, вот сейчас была встреча Евгений Гуцул, и мы задали вопрос Таубер. Ну, Башкан, ну, как бы она всех краев, нормально уважает, говорит, но она пока не имеет такого большого опыта. Как будет команда в Гагаузии? Таубер тогда сказал, а почему она? Мы будем команду в Гагаузии. Это тогда воспринималось для нас какой-то шуткой наверняка, но дальше стало реальностью, что эта команда стала куратором Гагаузии, которые не живут здесь, никакого отношения не имеют. Вот даже сегодня я приведу один пример. Хотя по этому вопросу мы должны сделать целую передачу, но я только пример приведу. Ситуация в спортивном лицее-интернате. Проблема очень большая. Директора сняли и тут же поставили, но для того, чтобы любой человек мог претендовать на это место, нужно согласовывать с теми людьми, которые за границей, то есть у кураторов. Представляете себе? И сегодня они назначили совсем другого человека, который никакого отношения к этому лицею имел. А те люди, которые могли бы управлять, создавали этот лицей и могли бы привести, то есть все проблемы снять, которые есть, и в сторону, потому что они не могут взять разрешение у куратора. Ну, я могу озвучить, потому что это официальная информация. Господин Дорогой, который был начальником управления молодежи и спорта, назначен
исполняющим обязанности. То есть не было даже конкурса после. Ну, конкурс наверняка еще будет, но конкурс тоже проводит управление образования, то есть та же система, которая есть. Поэтому я вышел с таким, наша партия предложила, что исполком Гагаузии должен идти в отставку. Если она находится под внешним управлением, если она ничего не решает, а только исполняет, тогда им незачем быть в руководстве Гагаузии. Поэтому, когда говорят, что Гагаузия может перейти во внешнее управление, а на сегодняшнем управлении нужно спасать ситуацию. Поэтому я очень надеюсь, что выборы Народного собрания это будет именно первой точкой, где это изменение будет. Поэтому очень важно в Народном собрании, мы не хотим, чтобы центр вмешивался. Для нас это неприятно и неудобно. Но если начнется снова по такой же схеме, как шли башканские выборы, тогда кто-то должен вмешаться. Кто-то должен остановить. Потому что ни один простой, нормальный человек, который имеет образование, имеет все, он не сможет пройти, потому что все кресла депутатские будут куплены. Николай Харламович, а есть ли какая-то вероятность того, что выборы Народного собрания, коли если так уж получилось, что они отменены и не пройдут 22 марта, могут пройти одновременно с выборами главы автономии? Возможно. Но, в принципе, я никогда не выступал против Евгения Гуцу, хотя я хорошо рассказал про его команду. Потому что Евгения, я скажу, что она мать 2 детей, и, в принципе, она старалась. Насколько опыта, может быть, не хватало, она очень старалась. Если бы она осталась дальше, я думаю, что многих начальников управления уже бы и не было, потому что она сама видела, что пришли люди по договору между командами и стали руководителем, которые не соответствуют должностям. Но ситуация, которая есть, нужно с ним соглашаться, что если апелляционная палата все-таки признает, подтвердит решение первой инстанции, то естественно, что Гагаузия должны пройти выборы. Если эти выборы затянутся на 4, 5, 6 месяцев, скорее всего, до этого заседание апелляционной палаты закончится. Если там снова же суд подтвердит решение первой инстанции, тогда Гагаузия должны пройти выборы и башканские, и Народное собрание. Я знаю, что у вас очень мало времени, но последние вопросы, потому что очень важно, и многие наши коллеги, журналисты звонили, спрашивали комментарии о том, каким может быть будущий состав Народного собрания Гагаузии. И, в общем-то, мне видится, что особых изменений, по сути, не может быть, потому что система выборов в Гагаузии устарела, и она, в общем-то, не совсем соответствует. Но в любом случае это Народное собрание не сможет поменять. И исходя из того, что происходит, например, видим большую активность партии социалистов в регионе, это и новогодние подарки, и активация их сторонников. Как вы думаете, следующий созыв Народного собрания, насколько он может кардинально, качественно будет другой, потому что мы знаем, что есть депутаты, которые уже давно не в одном созыве, есть некоторые, которые все созывы, и, в общем-то, и практика показала, что здесь большинство Народного собрания было достаточно неэффективным. Я вам скажу так, что последнее это веяние, что скажем так, после суда над бывшим председателем Народного собрания, оно показало, что на следующих выборах возможно, силовые структуры все работают, наверняка все наши депутаты этого созыва могут участвовать. Да, какие-то уголовные дела, какие-то вещи, которые даже я не знаю, но об этом сейчас много говорится. И я даже вчера на Народном собрании такое веяние почувствовал, что они говорят, может быть, наши не допустят, а может, и мы не будем. То есть, возможно, что очень многие не пойдут на выборы, те, которые были, у тех, которые, как говорится, кое-что пушку. Да, они даже не пойдут на то, чтобы опозориться. Хотя, я думаю, что есть депутаты, которые сегодняшние пойдут, это, в принципе, те уже воины, такие, что они уже знают, как работать, как людей сплачивать, какую программу делать, то я думаю, что 40-50% нынешних депутатов могут пройти. Новые, я вижу, примары наши, были вчера на Народном собрании, 4-5, по-моему, примаров новых, которые заинтересовались, впервые они были, значит, у них тоже есть какие-то мысли. Что касается социалисты после последних выборов в парламент Молдовы, я не скажу, чтобы они ослабли, но доверие к ним немножко убавилось.
даже не немножко, а сильно убавилась. Потому что Грузия понимает, что что-то должно быть новое, но идти уже с лидером Додоном практически нет. Хотя гагаузские депутаты, я скажу, очень вот, в Народном собрании очень сплоченная команда, хорошая команда. Они не совсем, по-моему, даже подотчетны центральной партии, социалистической партии. Эти ребята могут пройти. Насколько они могут усилить свой успех, не знаю. Я думаю, что они останутся примерно так же, сколько есть. Ну, Гагаузская народная партия, мы почему и заявляли, что мы подождем неделю, что выборы, как бы все эти проблемы, нарушения изменить. Потому что наша команда пойдет на эти выборы довольно-таки, впервые эти выборы, но мы пойдем, у нас будет наверняка 25-30, а может быть и даже 35 участников Народного собрания. Поэтому у нас возможно, что будет не все идти от Гагаузской народной партии, а часть независимых кандидатов, которые будут нас поддерживать, которые как бы партию вошли, но являются нашими сторонниками. Поэтому появляется новый игрок, то есть командный игрок, который, естественно, что мы планируем, что в нашей команде будет довольно-таки, минимум 10 депутатов. Хотя, я не хочу прогнозировать, но, естественно, что вот такой большой командой мы рассчитываем на серьезный успех. От этого знаменателя дальше вперед. Поэтому покажут выборы. Нам еще говорит нашим людям, я и сейчас хочу обратиться к всем депутатам, кто будет баллотироваться. Давайте объединяться. Сегодня никто не говорит, кто должен быть первым, вторым, для того, чтобы очистить нашу Гагаузию. Да, у нас споры всегда были между всеми партиями. Коммунисты, социалисты, демократы, другие. Но у нас никогда не было то, что сегодня. Гагаузия никогда не выполняла чьи-то указания. Любой наш башкан, любой наш председатель Народного собрания, хорошие, плохие, много чего было. Но прямо под полностью диктовку такого не было. И последний вопрос. Если суд утвердит мировое соглашение, депутаты вернут к себе ряд полномочий, будет ли стоять вопрос, помимо назначения выборов и приведения в соответствие законодательства избирательного, вопрос, например, об отставке исполнительного комитета? Во всяком случае, я готов предложить это. И есть там очень много то, что Народное собрание принимало и исполком не выполнял. Просто нужно проанализировать все наши решения, это превышение полномочий. Есть много вещей, которые есть по управлению. И я скажу, что сегодня исполком Гагаузии, не имея башкана Гагаузии, я снова же отмечу, многие говорили, что башка неопытна, слаба, а я не скажу, что она слаба. Она за короткое время, она набирала опыт. И она вела работу, а после нее все расслабились. Сегодня практически никто ничем не занимается. Зарплату получили нормально. У нас чем отличалось Народное собрание очень сильно, это то, что последние 3-4 месяца все время раздают медали. Раздают медали с трибуны, с Дома культур. Уже дошли до того, что главные ордена Гагаузии раздают кабинеты, чтобы никто не видел другой, чтобы их не осудил. Но их раздают пачками, десятками, сотнями. Это во что превратили Гагаузию? Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и были у нас. Будем верить, что Народному собранию удастся регулировать спорные моменты в законодательстве для того, чтобы выборы депутатов Народного собрания прошли в рамках закона. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LAFMD. Сегодня у нас в гостях был депутат Народного собрания Николай Дудогом. Подписывайтесь на наши платформы и оставляйте свои комментарии.